Московский государственный университет всегда был вожделенным желанием любого молодого человека моего поколения. Попасть сюда, учиться, это было и таким он остается университет, крупнейшим, важным. Сейчас ориентируется на самые необходимые профессии, которые есть. Вчера мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России, вспоминали создание Евразийского экономического союза. И с такой идеей у вас здесь, в стенах Московского государственного университета, я выступил в марте, кстати, 1994 года, 26 лет назад. У нас в Астане мы подписали договор о создании Евразийского экономического союза. 5 лет работаем. Евразийский экономический союз за 5 лет развивается. Торговля выросла более 20%. Интерес к Евразийскому экономическому союзу растет. В современном мире без интеграции в одиночку прожить невозможно. В интеграции, открытии границы есть развитие для каждого государства. Не только производить продукцию надо, но эту продукцию надо продать. Остаюсь убежденным в том, что это выгодно всем, это выгодно Казахстану. Я считаю, что перспектива есть. Будем работать. По предложению Владимира Владимировича Путина я теперь стал почетным председателем Евразийского экономического союза. В этом качестве продолжать буду вносить посильную лепту в укрепление нашей организации. Согласно договоренности с президентом России, мы создали филиал, ежегодный прием 165 человек, в том числе бакалавриат и магистратура. И мы подготовили за эти годы 2000 выпускников будет, да? Да. Филиал расширяется, дефицит площади есть. Учитывая это, мы решили решить этот вопрос. Передаем корпус специальной профессиональной школы в нашей столице общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. И мы увеличим учащихся филиала по новым специальностям. Может быть, здесь что-то исследовательское. Обязательно. Это принцип МГУ. Обязательно должно быть исследование. Я уполномочен вам вручить, сказать, что вот мы решили дать возможность расшириться филиалу Московского государственного университета имени Ломоносова в Казахстане при Евразийском университете имени Гумилева. И продолжим это сотрудничество, если мы хотим не отстать от сегодняшнего научно-технического прогресса и от того момента, который движется вперед, мы должны заняться образованием. Спасибо вам за приезд. 1994 год выдвинули идею Евразийского экономического союза, и она вот стала главной идеей в сотрудничестве. Затем вы выступали в 2014 году, мы вам присвоили почетного доктора. Затем выступали в 2016 году, мы присвоили почетного профессора. И вы единственный иностранный человек, который имеет 2 высшие награды Московского университета. Мы очень рады. Я очень ценю то ваше отношение, которое все время было на протяжении всех лет. И можно лично сказать, я восхищаюсь той ролью, которую вы сыграли на разных этапах. Я вас знал еще в советское время, видел, как вы решали вопросы и в 90-х годах. Это была ваша грандиозная роль тогда. Мы все на вас смотрели. Ну и затем вот эти кризисы, которые мы прошли, вы принимали правильные и точные решения. И все время вы ориентировались на сотрудничество с нами. Ну и, конечно, вот Евразийский экономический союз, он работает, он расширяется. Дай Бог, чтобы так все было. Вот, Наталья Ильич, еще раз спасибо, что вы приехали в Московский университет. Большая честь. Вот лично для меня, учитывая наше знакомство, я хочу употребить слово дружеское отношение ваше к МГУ, ко мне. Я восхищен вами. Наталья Ильич, позвольте мне вручить вам самую высокую награду Московского университета. Это золотая звезда.